Здравствуйте. На телеканале «Новый век» программа «Вызов 112», в студии Эльвира Фазлиева. И сегодня мы покажем некоторые последствия первого гололеда в Казани. Шансов? Да. Он как его остановишь? И за ее пределами. Развернуло меня в ту сторону, и на 180 я ехал в Москву, получилось, что еду в Уфу. Расскажем, что горело на крыше здания на улице Павлюхина и приговоре за убийство посетителя караоке-бара. А также задержание закладчика наркотиков в Казани прямо во время оборудования тайников. Из наружного кармана куртки мужчины было изъято порядка 60 пакетиков. Это и не только. Прямо сейчас. Первый гололед минувшим вечером застал врасплох многих автомобилистов в Казани. Не все успели поменять резину на зимнюю и были предельно аккуратны на дорогах, что и привело сразу к нескольким массовым авариям. На улице Зорге, на мосту через проспект Победы, столкнувшиеся автомобили полностью заблокировали движение в сторону улицы Гарифьянова. Автомобилисты не сразу пришли к единому мнению о виновнике столкновения. Движение было перекрыто до тех пор, пока водители не зафиксировали повреждения и не убрали разбитые машины с проезжей части. Там вообще ужас. Там вон что. Там все... Вон там все. Столкнувшиеся автомобили перекрыли движение в сторону авиастроительного района и на мосту у авторынка на проспекте Амирхана. Там со своими машинами на обледенелой дороге не смогли справиться водители двух легковушек и фуры. Проезжую часть они постарались быстро расчистить для движения, но все равно создали серьезный затор. Резина зимняя, летняя? Пока не успели. Вот сегодня первый день гололед. Как раз планировал поменять. Теперь молодому человеку, вероятно, придется менять автомобиль, если сочтет, что восстанавливать немолодой Volkswagen смысла уже нет. Рассказывает, все произошло мгновенно. В вечерний час пик в сторону авиастроительного района движение было плотным, но затора не было. Поэтому и не был готов к тому, что впереди идущий автомобиль начнет резко тормозить. Я вот ехал по этой полосе. Получается, спереди меня машина ехала, начала оттормаживаться, начал тормозить. Меня занесло. То есть сначала первый удар, потом через секунд, наверное, 10-15 где-то второй удар. Это все через пассажирскую вылез. Водитель, едущий следом «Лады», тормозить даже не видел смысла. Во-первых, не успел, во-вторых, Volkswagen развернуло практически перед его капотом. В-третьих, на дороге был гололед, а резину поменять также не успел. Дело не в моей резине, дело в резине впереди идущего автомобиля, потому что я ехал ровно. Он меня сразу поперек дороги его развернул, я тут же в него въехал. И следом второй удар. Ничего не оставалось уже делать. Тормозить смысла было. «Ладу» теперь также вряд ли имеет смысл восстанавливать. Она разбита и спереди, и сзади. Нарушена и геометрия кузова вследствие сильного удара от большегруза. Водитель грузовика говорит, что даже на сухой дороге быстро остановить тяжелый автомобиль непросто, а тут вообще шансов не было. Шансов? Да. Он как его остановишь? Водители постарались быстро освободить проезжую часть, чтобы не создавать дополнительные помехи движению, и самостоятельно отправились в центр оформления ДТП. Лия Хайрудинова, Дарья Кореева, «Вызов 112». 7 автомобилей, из них 3 грузовика столкнулись на трассе М7 недалеко от казанского поселка Киндери, на какое-то время практически полностью заблокировав на ней движение. Всему виной, по словам участников аварии, гололед и колея, на которой один большегруз развернуло поперек дороги, и он просто стал сносить все на своем пути. В результате один человек пострадал, 3 легковушки уже вряд ли подлежат восстановлению. Развернуло меня в ту сторону, и на 180 я ехал в Москву, получилось, что еду в Уфу. Он понимал, что произошло и почему, но сделать ничего не мог. С той стороны, вот там вот, где кончается отбойник, выкинула с колеи гололед страшенный. Вот после этого только машина прошла, посыпала. Длинномер развернула поперек дороги, сложила, и он стал сносить все на своем пути. Volkswagen первый подлетел. Получается, от удара он оттолкнулся и на самосвал залез. Водитель самосвала это видел и сделал все возможное, чтобы избежать удара. Но от него мало что зависело. Столкновение с попутной легковушкой было лобовым. Я ехал на самосвале, получается, по правой. Трава меня обгонял. Тут гололед, его мотать начало. Он задевает Volkswagen отлетает в меня. Потом каким-то чудом он там еще фуру задел, бампер, я не знаю. Вот получается, там я не смотрел потом. Я пока этого достал, скорую вызвал.
Водитель «Фольксвагена», принявший на себя первый удар, был единственным пострадавшим в этой аварии. Прибывшие медики его срочно госпитализировали. Что-то из головы, у него кровь шла. На затылок что-то жаловался. Я говорю, чехол, ну что, хотел в кабину пойдем, даже в кабину залезть не смог. Дальше длинномер, боком скользя по проезжей части, снес 3 встречные иномарки. Скорость, говорят водители, была небольшой. Успели затормозить, видя, что происходит впереди. Но трал катился прямо на них. Только что же вытащили, я зажатая была здесь, а сейчас так было страшно, конечно. Девушке-водителю Kia Rio повезло больше всех. У автомобиля слегка помят левый бок. Ее машину зажали Hyundai Solaris и Kia Ceed, владельцам которых удача была не так благосклонна. Рассказывают, к сезону подготовились все. Мы все переобуты здесь. Здесь человек вообще машину помыл. Дворники поменял, говорю. Подготовился. Не знаю, ни настроения, ничего нету. Он рассказал, о машине заботился, поэтому за 8 лет она ни разу его не подводила. В аварии раньше никогда не попадал, даже в мелкие. Не исключает, что этот путь с работы домой в первый гололед мог стать для автомобиля последним. Движок лопнул. Говорит, решение, что делать с машиной, примет позже. То, что восстанавливать Kia Ceed собрата по несчастью смысла нет, видно даже не специалисту. Но все пострадавшие водители надеются, что весь материальный ущерб получится компенсировать. Алсу Курманова, Дарья Кореева, вызов 112. 57-летняя женщина попала под колеса Mitsubishi на улице Декабристов. Она стала переходить дорогу в неположенном для этого месте. 67-летний водитель внедорожника среагировать не успел и на левой полосе сбил человека. Пострадавшую с различными травмами госпитализировали прибывшие на место медики, а водитель остался на месте для оформления ДТП. Черные клубы дыма с крыши одного из зданий на улице Павлюхина напугали сегодня казанцев. Очевидцы тут же сообщили обо всем увиденном в пожарную охрану. Однако их помощь не потребовалась. Возгорание потушили огнетушителями до их приезда. Как рассказали рабочие, ремонтировавшие крышу здания, они проводили огневые работы, в ходе которых загорелись строительные материалы. Площадь возгорания составила 10 квадратных метров. Люди в результате происшествия не пострадали. На 7,5 лет в колонию строгого режима отправится 24-летний Марат Фасхуддинов. Его обвиняли в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшему по неосторожности смерть человека. Напомним, 24 апреля он распивал с друзьями спиртные напитки в одном из караоке-баров на улице Чистопольская. У него с другим посетителем заведения произошел конфликт, затем в ход пошли кулаки. Как доказало суду обвинение, подсудимый нанес 3 удара потерпевшему в голову. Тот упал на пол и от полученных травм скончался до приезда медиков. Подсудимый находился под подпиской о невыезде. Свою вину он признал лишь частично, заявив, что никого убивать не хотел. Новосавиновский суд признает его виновным. Помимо лишения свободы, по решению суда маме погибшего он должен выплатить компенсацию морального вреда в размере 1 миллиона рублей. Крупную партию наркотиков изъяли полицейские у 32-летнего мужчины в Казани. Получив оперативную информацию о вероятном продавце запрещенных веществ, который делает закладки, стражи порядка в Кировском районе нашли и задержали подозреваемого. В салоне его автомобиля полицейские обнаружили 6 свертков, обмотанных изолентой, и контейнер, в котором было 38 зип-пакетов с порошкообразным веществом внутри, а также 3 тайника с запрещенными веществами, которые мужчина уже успел оборудовать. Общий вес изъятых наркотиков составил 279 граммов. Среди них, как установила экспертиза, были ПВП, МДМА и гашиш. По месту проживания фигуранта также были обнаружены и изъяты различные виды наркотических средств, среди которых ПВП, эфедрон, МДМА и гашиш. В настоящее время в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30, частью 4 статьи 228 прим. 1 Уголовного кодекса Российской Федерации покушение на незаконное производство, сбыт или пересылку наркотических средств в особо крупном размере. На время следствия фигурант заключен под стражу. Напомним, с 16 по 27 октября в Казани проходит 2-й этап всероссийской акции «Сообщи, где торгуют смертью». Обо всех фактах сбыта наркотиков можно сообщить по телефонам, указанным на экране. Это все, о чем мы успели вам рассказать. Обо всех происшествиях вы можете сообщать нам по телефону 570 50 50 или на мобильный 8 98 69 112 112. Также мы доступны в социальных сетях. Присылайте видео, снятое вами. В студии была Эльвира Фазлиева. До встречи и не бросайте вызов судьбе. Вдруг она его примет.